клопыши! Это детский сад. Здесь должно быть все тщательно по нормам. Все, ребенок поел, значит, я от души вкусно приготовила. Вот это для меня самое важное. Меню у нас сегодня хороший, гороховый суп у нас на обед, пюре с биточками, салатик морковный. Каждый день с понедельника по пятницу день идет, можно сказать, без остановки. Вот с утра прихожу на работу, чуть позже приходит моя помощница Лена, чему я очень рада, что она очень хорошо мне помогает. Ребенку нужно нарезать картошечку мельче, чего она делает, чтобы ребенок мог положить в ротик. Она молодец, она мне во всем помогает, я очень довольна Леной. Это детский сад, здесь должно быть все тщательно по нормам. И каждую котлетку мы взвешиваем обязательно. Вообще-то я по профессии кулинарию закончила. Я сперва работала здесь просто помощник повара. Года 2 я поработала помощником повара. Ну, вникала, смотрела, мне было интересно. Все детали, технология, приготовление, все было интересно. Вот. И уже по старшинству, вот с кем я работала, она ушла на пенсию. Мне предложили остаться поваром. И вот уже 7 лет я здесь работаю. Надо просто, наверное, детей любить. Прежде всего любить детей, да? Понимаешь, до этой работы я как-то к детям по-другому относилась. А сейчас я сильнее люблю. Потому что как бы ответственность, да, а потом... Ну, приятно, когда ребенок поел, попросил добавку, это сделано из твоих рук, это все приятно. Гороховый мой супчик любит, чтобы я его часто мешала, потому что он суп такой тяжеловатый, оседает, и чтобы дно не пригорало, надо его часто мешать. Чего я и делаю. Солить буду попозже, когда уже горох, вот уже хорошо, горох почти уже начинает развариваться. Отлично. Скоро там клопыши должны уже на улицу выйти, погулять. Самое важное, конечно, это любить детей надо, чтобы я для них готовлю, с душой готовить, любить этих детей. И каждую вот крупиночку, картофелиночку, это, ты знаешь, от твоих рук это кормится этот ребенок, питается. И делать его просто от души, чего я и делаю. Самое главное, завтрак. Утром дети пришли, завтрак. Основное – обед, полдник и ужин. Вот это мы все должны успеть делать. Для этого у нас есть меню, которое мы балансируем вместе с нашей медсестрой.
Вот. Выбираем, каждый день у нас разное меню, не повторяется, нормы, все мы это учитываем. Каждую котлетку мы взвешиваем, каждую крупиночку мы взвешиваем. То есть норма ребенка у нас должна быть соответствовать. У Олеси только 29, да? Да. Ой, мне самое главное важно, чтобы ребенок это поел с удовольствием. Все, ребенок поел, значит, я от души вкусно приготовил. Вот это для меня самое важное. От меня зависит практически здесь самое главное, мне кажется, это питание. Вот. И самое главное от меня. Даже нам как-то даже, мне кажется, и болеть нельзя, как бы пропускать. Это 200 более детей. Деточки любят, чтобы посильнее был огонь. До 270 обычно делаю, да? И ставлю на 40 минут. Привет, клопыши! Кушать все будем? Да! Умницы! У нас такой вкуснейший обед сегодня. Вы сегодня должны все покушать. Договорились? Да! Молодцы, молодцы. Одновременно бегу туда открыть. Все, они уже готовы. Все, они готовы уже. Нормально. Чтобы они были в тепле пока до раздачи. Устаешь, конечно, к вечеру хотелось, конечно, вот оставлю эту работу там и платим там как бы мало там и все. Ну, есть одно но, наверное, в принципе, по-другому все уже восприняла даже потом, когда я стала бабушкой. Детей стала еще больше любить. И для меня это, вот оно мое как бы. Сейчас я уже чувствую, что это мое. Внукам я люблю готовить, лепкой занимаюсь, в основном на выходные занимаюсь лепкой, пельмешки там. Вот сейчас просил внук: баба, делай голубцы. Баба ему сделала голубцы с удовольствием. Вот. Я люблю, для них я люблю готовить отдельно. Вот. И иногда и сыну перепадает из-за того, что я им готовлю. Я живу с сыном, а дети отдельно живут, внуки. Я сама живу с сыном, да. Но несмотря на это, мой сын никогда не скажет: мама, приготовь кушать. Он знает, мама устала, он яичницу поел, и все, взрослый сын. Сегодня устали, был очень тяжелый день сегодня, такой насыщенный
В смысле работы такой насыщенной. Единственная вот сейчас мысль в голове прийти домой, лечь на диване, отдохнуть. Ноги гудят, невозможно гудят. Устаю, конечно, очень сильно.